Одним инновационным центром в Осетии может стать больше. В Владикавказ накануне приехал президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. Он посетил одну из стоматологических клиник города. Гостя подробно ознакомились с ее работой, показали оборудование, рассказали об услугах. Владимир Садовский отметил, для того, чтобы называться инновационным центром, учреждение должно отвечать строжайшим требованиям. Важно все, от применяемого оборудования до уровня подготовки преподавательского состава. Готовность к инновациям президент ассоциации оценил и не исключил возможности, что в скором времени статус инновационного центра Стоматологической ассоциации России присвоит именно этой медицинской организации. Напомним, первым и пока единственным в республике инновационным центром является клиника Северостинского госуниверситета. Особо отрадно, что это не в приспособленном помещении находится, в отдельно стоящем здании. Что сегодня это такое вот нечастое явление, желанное, но это привилегия. Поэтому клинике в этом смысле повезло, есть куда расти. Мы видим здесь сегодня и уже возможности для обслуживания под общим обезболиванием, когда можно выключить сознание. Есть койко-фонд, где может пациент отдохнуть после наркоза. В ближайшее время, я так понял, в планах и пристройка на стационар челюстно-лицевой хирургии, возможно, даже пластической хирургии.